Я думаю, такая тенденция наблюдается. Действительно, постпандемийный период будет очень тяжелый, потому что вся мировая экономика, в том числе и Кыргызстан, понесли очень большие потери, огромные потери. Они исчисляются триллионами долларов. Это разрушились старые связи, разрушились старые уже налаженные какие-то системы, да? Не исполнилось очень много контрактов. Производители потеряли очень много своих клиентов. Клиенты теряют свои налаженные какие-то каналы поставок товаров. В общем, проходит некая такая, я скажу, такая деформация всего глобального рынка. Я думаю, даже речь зайдет вопрос о распространении глобализма. Мы все увидели, что мир не настолько, чтобы глобализм он охватил. Поэтому здесь тоже, я думаю, и политологи, и ведущие экономисты скажут свое слово. Но в том, что касается по части заданного вопроса, действительно наблюдается такая тенденция. Я думаю, будет спад. Поэтому здесь надо уже принимать какие-то экстраординарные меры. Очень, возможно, даже непопулярные меры. Какое-то ручное управление экономикой, страной где-то будет наблюдаться. Это не только у нас в стране, это во всем мире. Поэтому постпандемийный период будет такой, очень такой вяло текущим. Рынки будут показывать свою такую волатильность. Поэтому всем странам мира, и в том числе и Кыргызстану, надо уже думать на 3-5 лет вперед, что будет с нами, какие новые рынки открывать, какие внутренние механизмы надо переделывать, что надо переоценить свои ценности, какие-то переоценить весь взгляд на нашу старую систему. С одной стороны, это тоже один из хороших поводов сделать такой реконструкцию нашей экономики, реконструкцию всей нашей жизни, которая сложилась после 90-го года, после распада Советского Союза. И вообще нам надо самим задать вопрос, где мы находимся, в какой точке мы оказались, в какой системе координат мы в глобальном понимании мира, в какой системе координат мы себя видим и где мы хотим оказаться, хотя бы через 10 лет. Сегодня 21 год, это 31-35 годы, уже надо сегодня задавать себе вопрос, где мы хотим оказаться в эти годы, что нам надо уже предпринимать сегодня. Потому что, тем более, если сравнивать ведущие экономики мира и наши, у ведущих экономик мира есть всегда запас прочности. Они могут некоторое количество лет, в принципе, проходить безболезненно. У них есть очень много и денежных запасов, финансовые ресурсы. У них есть потенциал внутреннего рынка, когда внутренний рынок может держать эту всю государственную машину. К сожалению, нам так не повезло. У нас сразу оголились все тылы. Предприниматели понесли огромный ущерб. Несравнимо. Для нас это огромный ущерб. Для ведущих экономик мира может это показаться, бывает. А для нас это вообще такая, мы сейчас оказались в такой точке, где надо всем ведущим силам, экономистам, политологам, государственным деятелям, общественным деятелям, руководителям компаний сесть за очень большой стол и вообще переговорить по всем насущным проблемам, вопросам и обсудить, куда двигать наш Кыргызстан. Я бы задал вопрос реконструкции всей экономики, не только меры по исправлению сложившейся уже ситуации. Мы оказались в такой точке, когда, я уже отметил, оголились все наши тылы. Если мы посмотрим на соседние страны, где есть нефтяные газы, запасы и продажи нефти и газа за рубеж, то они хоть как-то еще этими доходами
закрывает вот это все свое пространство, закрывает все свои дыры. У нас этой подушки, скажем так, безопасности в кавычках нету. У нас нету таких стратегически важных ресурсов, по крайней мере нету, я имею в виду, что вот в реальном виде. Возможно, у нас есть, да, невозможно, у нас очень много запасов. У нас в Кыргызстане имеется вся таблица Менделеева, поэтому, но пока они в земле, пока они реально, мы их не ощущаем, мы не можем говорить, что у нас есть какие-то стратегические товары, которые мы можем предложить миру, да. Поэтому у нас нету таких вот вещей, поэтому сегодня надо себе четко задать вопрос, что мы хотим, куда мы хотим двигаться. Вот, а отсюда уже будут видны, какие меры надо предпринимать. Вот, можно перечислить сейчас по пальцам, какие меры там срочные, там, но это опять будет как вот пожарная команда, да, быстро потушить пожар и вот так сидеть уже спокойно и ждать какой-то следующий кризис. Мы вообще полностью должны перетряхнуть нашу систему, переосмыслить все наши ценности. Вот, и на самом деле покажется, что нам надо не какие-то вот, там точечные вводить действия, а нам надо вообще перестраивать всю экономику с ног до головы. Вот тогда, я думаю, у нас будет какое-то движение вперед. Вот, из краткосрочных сегодня, как оказалась и продовольственная безопасность у нас в такой нехорошей безопасности. Все продукты питания подорожали, ну, минимум 40-50%. Вот, из краткосрочных это вот, меры по насыщению рынка продуктами питания. Самая первая необходимость. Я уже не говорю про категорию люкс, это уже отошло на второй план. Люди и сами понимают, что без люкс-товаров можно как-то обойтись, но сейчас на кону обеспечение продовольственной безопасности, стабилизация рынка, цен на нашем рынке и какие-то шаги по скорейшему открытию новых производств у нас в стране, в том числе и растительное питьевое масло, и, ну, и другие товары, которые мы можем как-то влиять внутри себя на цены внутри страны. Вот, те же, например, продукты мясо-молочной отрасли, да, мясо и мясные изделия, которые показали с начала года рост цен, да, такой болезненный рост цен. Цены, возможно, всегда росли у нас с 90-го года, всегда росли, но в этом году они показали свой такой болезненный рост, потому что весь прошлый год все граждане Кыргызстана сидели практически без дохода. Вот, и кое-какие минимальные сбережения у населения есть, и то теперь они вынуждены тратить на продукты питания. Поэтому скорейшие меры по стабилизации внутри страны и скорейшие меры по стабилизации внешнеторгового оборота, то есть это связи с тем же с Китаем, с Турцией, с ближайшими нашими соседями, быстро и оперативно восстановить все старые связи, хотя бы вот самая ближайшая наша география, где, например, 3 часа лета от Бишкека, да, вот это вот и Москва, и Пекин, и Стамбул, вот, Ташкент, Душанбе. Вот, мы должны заново переосмыслить себя и в плане каких-то экспортных поставок и развития внутри страны. Поэтому здесь нужна очень скорейшая активизация правительства и всего бизнеса в целом. Ну, в первую очередь это туризм. Вы правильно отметили, потому что самым первым пострадали они, потому что закрылись границы, вот, остановились все рейсы, и чартерные, и прямые рейсы, остановилось сообщение между странами. Вот, сегодня номерной фонд Кыргызстана, по моим наблюдениям, примерно на 90% закрыт. Только работают, лишь бы не обанкротиться там все 100% и сохранить хоть какой-то минимальный персонал, который может в случае активизации быстро восстановить вот эти все процессы налаженные. Вот, пострадал, в принципе, туризм, сектор услуг,
Вот, это кафе, рестораны тоже понесли большие убытки, но сейчас наблюдается тенденция, как-то уже жизнь перетекает в свое, как бы нам ни казалось, в прежнее русло, хоть как-то старается наверстать упущенное. Вот, торговля понесла большие потери. Вот, внутри я общаюсь с разными нашими производителями, у них тоже очень большое падение продаж. В некоторых компаниях, в некоторых отраслях доходит до 70%. Но по моим наблюдениям все стараются сохранить персонал. Вот, сокращения, к сожалению, были не без этого, но все понимают, что за падением всегда будет рассвет. У всех очень большие надежды на то, что все-таки мы сможем справиться с этой ситуацией, и дела пойдут вверх, поэтому все понимают, что и персонал нужно держать, и стараться не растерять весь свой накопленный опыт, багаж, все свои связи, ресурсы. И у людей, особенно у предпринимательской части нашего общества, такое настроение ожидания, что вот-вот будут постепенно восстанавливаться связи. Но мы видим, да, сегодня в стране идут разные процессы, да, вот, все это совпало у нас и с выборами. Конечно же, выборы надо проводить, потому что здесь зависит от того, какие мы будем принимать решения и кто будет принимать решения. Кто-то должен в стране принимать и законы, и решения, поэтому и правительство мы видим, да, не сидят тоже сложа руки и активно встречаются и с бизнес-сообществом, вот, предлагают идеи и слушают. Вот, но все же хотелось бы что-то, еще больше активизации, вот, еще больше внедрения каких-то новых, не просто идей, а новаторских идей, которые действительно помогут Кыргызстану вот, развить свое отечественное производство. Пандемия показала, что у нас отсутствует очень много отраслей, такие как химическая отрасль. В период пандемии Кыргызстан остался без дезинфицирующих средств, такие как хлор и хлоросодержащие дезинфицирующие средства. Страна в прямом смысле слова осталась без этих продуктов, а без хлоросодержащих дезинфицирующих веществ мы не сможем дезинфицировать ни одно общественное место. Я уже молчу про личные, да, допустим, свои частные владения, но те же больницы, школы, кафе, общественное пространство, государственные муниципальные здания надо дезинфицировать, где собирается очень большое количество людей. Вот, поэтому пандемия показала наши все слабые места. Я думаю, кто принимает решения, они сделали правильные выводы. Мы неустанно говорим, бизнес-сообщество и гражданское сообщество, мы неустанно говорим о проблемах. Вот, я думаю, те, кто должен сделать вывод, они сделают и смогут сделать правильный вывод. Есть и хорошие моменты, и не очень хорошие моменты. Из хороших моментов я отмечу, что несмотря на всю вот эту волатильность рынка, которую мы наблюдали в 2020 году, огромный спад продаж, нарушение всех контактов, налаженных ранее нашими предпринимателями, несмотря на все вот эти печальные события, которые проходили весь 2020 год, тем не менее наши фасолеводы заняли вот второе место по экспорту своей продукции на рынок Турции. Рынок Турции считается одним из крупнейших рынков мира. Вот, по моим данным, потребление Турции доходит до 285 тысяч тонн фасоли в год. У них внутреннее производство примерно 220-225 тысяч тонн фасоли в год. Соответственно, примерно 60 тысяч тонн фасоли они вынуждены завозить из-за предел своей страны, чтобы обеспечить свой внутренний спрос, стабилизировать цены. Вот они тоже понимают, что дефицит – это будет излишний рост цен. Поэтому здесь хорошие новости. Мы заняли по результатам 2020 года, по результатам турецких официальных источников, мы перекрыли 22% от импортных потребностей фасоли населения Турции. По моим расчетам, это примерно где-то
15-20 тысяч тонн фасоли, значит, мы поставили на рынок Турции. Это что значит? Это значит, что мы все знаем, что фасоль это в основном локомотив Таласской области, таласских фермеров и агропредпринимателей. Это говорит о том, что Талас, в принципе, справился с этими проблемами. Да? Я не могу говорить, что там они в большом плюсе или там очень много заработали. Это уже предмет отдельного другого разговора. Но то, что они в этой ситуации смогли обеспечить 22% рынка Турции и занять второе место после Канады, опередив и Аргентину, и, второе место после Аргентины, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, но опередив такие страны, Америка, да, они лидеры именно по поставкам бобовых на мировой рынок. Я думаю, здесь стоит похвалить предпринимателей, именно агропредпринимателей Таласа, и я думаю, они как-то достойно вышли из этой ситуации. По легкой промышленности разрушились старые связи, но здесь стоит отметить, что очень хорошо развилась интернет-торговля. Поэтому здесь, в принципе, есть хорошие успехи и хорошие достижения наших промышленников в сфере легкой промышленности. Есть компании, которые весь год активно поставляли на рынок ближайших Алматы, Чимкент, на ближайшие города Сибири, особенно Российской Федерации. Но, к сожалению, не у всех все прошло гладко. Был и рост, было и падение. Поэтому я думаю, тоже это от предпринимателей в первую очередь зависит, как они провели этот год. Кто сумел адаптироваться, они смогли вырулить из этой ситуации и заработать дополнительные, прибыли и организовать экспорт. Но, как я говорю, туризм сейчас до сих пор продолжает свое застойные времена продолжаются. Поэтому здесь на Made in KG, в принципе, ситуация примерно такая. Отечественное производство, когда будет процветание, есть очень много факторов, которые зависят и от нас, и не зависят от нас. Что не зависит от нас? Это ситуация на всем глобальном рынке. Как оказалось, мы все завязаны, все рынки, и дальние, и ближние, все с друг другом напрямую, косвенно и очень косвенно, но все завязаны друг с другом. Поэтому рост на глобальном рынке, оживление глобальных рынков, всех мировых рынков, региональных рынков напрямую будет сказываться на нас. Сегодня, как известно, границы закрыты и с Китаем. Казахстан у нас очень вяло текущие какие-то процессы на границе наблюдаются. Эти все факторы будут напрямую влиять. Недавно только после пятимесячной задержки пришли первые партии товара с Китая. Это тоже бьет по нашим, потому что Китай это для нас и готовая продукция, и сырье, и фурнитура, и ткани, и какие-то запчасти, оборудование для нашей промышленности. Поэтому зависит от того, как мы сможем быстро договориться и с властями Китая, и наладить бесперебойную работу наших границ, которые связывают нас с Китаем. Это Торугарт и Иркиштан. Насколько мы оперативно сможем решить вопрос между Казахстаном и Кыргызстаном, прохождение таможенных границ внутри нашего Евразес. Поэтому здесь такие все, что от нас зависит, я считаю, мы должны очень действовать оперативно. То, что от нас не зависит, увы, это мы можем только
не просто наблюдать, но хотя бы предлагать идеи мировому сообществу, что нужно вот принимать вот такие меры. Вот, как-то стараться защитить самые такие слабые, маленькие рынки, такие как мы, например. Мы тоже часть большого мирового сообщества. Поэтому здесь тоже нужно активно и предлагать идеи, выдвигать предложения. Ну, надо тоже какие-то амбициозные проекты и предлагать. Почему мы должны оставаться просто свидетелем и сидеть сложа руки. Поэтому внутри рынка то, что от нас зависит, мы должны очень быстро и оперативно действовать и помогать и развитию отечественного производства. Вот, недавно тоже большая группа предпринимателей собиралась в Министерстве сельского хозяйства и выдвигали требования по скорейшему возобновлению наших лабораторий. Да? Вот, как оказалось, наши лаборатории сидят без реактивов, не могут провести тендер, тоже нарушены там какие-то границы, договоренность. Вот это все влияет на нас. Поэтому все организации государственные и частные, и правительство, и президент, и ДЖОГОР, конечно, от всех, от кого зависит принятие решения, должны объединиться, вот, отбросить какие-то личные расчеты там, и какие-то междуусобные там, трения. Да? Вот, поэтому надо взяться и быстро восстановить экономику, вот, увеличить производство, расширить наше производство,